В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. А главное сегодня. Недостойный поступок. В республике проходит рейдовые мероприятия по выявлению участников конфликта с инспектором госавтоинспекции и фактов нарушения правил дорожного движения. Исчерпывающая информация об инциденте в этом выпуске. Дешево не значит безопасно. Повышается риск происшествий, связанных с газовыми баллонами. Сотрудниками Главного управления проводится комплексное профилактическое мероприятие Для выявления нарушения и напоминаний жителям правил при эксплуатации газовых баллонов. Расскажем все, что нужно знать о технике безопасности. Гарант стабильности. Военно-грамотный, юрист шуешь, экономист шуешь, ученый шуешь, В Чеченском университете имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла Республиканская студенческая юридическая олимпиада, посвященная Дню Конституции России. В какой форме были задания, сколько времени давали для прохождения и кто стал победителем? Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Киргизии заявил, что для него абсолютно неожиданным было заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Она объявила о том, что Минские соглашения, заключенные в 2014 году, были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Ангела выразила сомнение в том, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают теперь. Глава государства также подчеркнул, что Россия поступила правильно, начав спецоперацию. 12 декабря отмечается один из значимых государственных праздников России – День Конституции. С важной датой граждан поздравил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров называл основной закон страны паспортом субъекта и государства. Он стремился к тому, чтобы жизнь в регионе базировалась на крепких конституционных правах. Чеченский народ всецело поддержал эту позицию в ходе всенародного референдума 2003 года. Это принесло народу стабильность, мир, порядок и благополучие. Вежливость, обходительность, уважение, терпение, религиозные и традиционные качества, которые чеченцы веками придерживаются. Однако они не всем близки, не всех соблюдают. Например, маргиналы из числа нескольких местных жителей Урус-Мартана, которые накануне агрессивно отреагировали на законные требования сотрудника госавтоинспекции соблюдать правила дорожного движения, из чего возник целый конфликт. Глава региона оперативно отреагировал на инцидент, подчеркнув недопустимость такого поведения. Вместе с тем, правоохранительные органы проводят мероприятия по выявлению участников конфликта и фактов нарушения ПДД. Адам Магомедов разбирался в случившемся. В масштабных рейдах, которые проводятся по всему Урус-Мартановскому району, задействовано около 500 сотрудников правоохранительных органов. Они распределились по всем постам, дабы найти участников недавнего инцидента, прошедшего 10 декабря. В ходе него несколько местных жителей проявили агрессивные действия в ответ на законные требования сотрудника госавтоинспекции соблюдать правила дорожного движения. Ситуацию сразу же прокомментировал Рамзан Кадыров, который отметил, что подобное является недопустимым, поскольку закон писан для всех, а с людьми, которые его не уважают, будет проведена воспитательная работа. или дон сотрудничает, или дон ошудона, хагулдена, где проводится специальная операция, дон туда дон отправим дон. Я дошен дон. Сейчас он ночью дон, дон. Эвен вообще юртвен или еще бабаш альтернативен дон. Синга дахватен дон. Шунятла бих вот я дахват, вот так борш вот так боршават дон.
كان öğrendiğin daha doğan siga satırdık çıkıp şunu şaş borish dala doğan tak çakamtalı gate das da kurdu şunu das doğan sonra da doğan polna şu spisik şunu das doğan das doğan o şu doğan şade getiyor doğan yol şolum doğan şaş sat hoş doğan ili doğan esro dava doğan kitchen bir ili doğan az da baktır bu antiga spesine doğan ya polk krishun doğan ya gibi de doğan ya piyero polk krishun ya polk ahmatacı doğan krishun ya batalyon grozna krishun ya şey spetspodzizdeneş ya krishun doğan Главные зачинщики уже пойманы, заявил начальник госавтоинспекции Идрис Черхигов. На данный момент ведется активный поиск остальных участников конфликта. На месте находился и командир специального полка МВД по Чеченской Республике имени Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чилаев. Он обратился к правонарушителям и заявил, что если они считают себя настолько храбрыми, чтобы идти против представителей закона, то пусть продемонстрируют эти качества на передовой спецоперации на Украине. حلقة بلده عبارة أو تعبوا ده بيسن بورناخته بيسن ساتو بيل ما باتو دين بو تغنى شاش نجس الأقصى فون هو ده تيجي عادوا له تعال مهدي نقطي تأخذ نقطي وقع كورت حاول تعبي Для того, чтобы найти участников инцидента, делается все возможное. Сотрудники силовых структур проводят проверку документов. Нарушители должны понести соответствующее наказание, говорят правоохранители. عيدل بلو دعوة لاشوا تنو أرلوين واستجا إميل ولا وين كرورو وإسم بوش ناقي دون زابر شوتريات ويا نيق نظام لرو بيشبو ومحكع نظام ولرو بيشبو لر بويتر بوشبو دالمولا. سعرنا شيء خليه شو نكزاني غيره إيش كراب وربو إيش حاله تربو إيش حصل يوش بتربات هو مرتاح لبوين كرا ورو ريز وشهم قال واستج. Местные жители осуждают действия участников эпизода, отмечая, что закон нужно уважать и соблюдать требования его представителей. И низам лардер и ши адман воспитание олицуна чуадуин да берел ядуин да амвар и хилмавизер хилар дукиз. Рейдовые мероприятия продолжились и на следующий день, так как никто из остальных правонарушителей добровольно не сдался и не признался в содеянном. Сотрудники силовых структур продолжают поиски. Дорожное движение соблюдатель, шестеро кек, шечу гек, меллашли ладира дорса цунай. وحدا كان دوخي ريز واشتاق ولا حول. Некоторые могли скрыться в столице республики в попытке избежать наказания. Для этого рейды начали проводить и в Грозном. гаишник, милиционер, порядок поддерживать, вот мовоз.
Злостных нарушителей, которые считают, что им закон не писан, ждет соответствующее наказание. И вот тому пример. Эти машины были изъяты у людей, которые не соблюдают правила дорожного движения. То же самое ждет и всех остальных. Так как списки всех замешанных в инциденте у правоохранительных органов уже имеются, очевидно, что поиски продлятся недолго. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. 200 добровольцев из столичного аэропорта отправились в зону проведения специальной военной операции. Проводить их прибыл министр внутренних дел Рустам Алханов. Он обратился с напутственными словами, пожелал бойцам успешного выполнения боевого долга. Перед отправкой в зону проведения СВО они проходят ускоренный курс подготовки на базе Российского университета спецназа, где их обучают стратегии и тактике ведения боя. Уважаемые друзья, главное на территории Донбасса в ходе проведения специальной операции защитить мирное население. Самое главное – беречь друг друга. Вы прошли специальную подготовку в Гудермесском университете спецназа, где вас обучили ведению современной войны. И я уверен, что с поставленной задачей вы справитесь. Я желаю вам удачи, успехов, чтобы вы живыми и здоровыми вернулись к своим семьям. Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Ура! 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 Я считаю, что каждый мужчина, если он себя считает таковым, должен и обязан защищать своих близких, защищать своих родных, защищать свой дом. Хочу обратиться к мужчинам, которые действительно считают себя мужчинами таковыми. Вот. Берите автоматы, приезжайте, вставайте с нами в одни ряды и будем вместе защищать, будем вместе побеждать. Делегация Духовного управления мусульман посетила Донбасс. Она встретилась с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым. Ее члены посетили Алчевскую больницу, где встретились с ранеными бойцами. Им передали гуманитарный груз от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Лейла Муртазова продолжит. Делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики встретилась с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым. Руководитель ведомства поблагодарил главу республики Рамзана Кадырова за постоянную поддержку народа Донбасса, вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности, высоко оценив работу и Духовного управления. После делегация направилась к единоверцам в Алчевскую больницу. Там они увиделись с ранеными бойцами, командирами и врачами. Allah da şeyh inhiyetim şey malaiki enbiya öyle orsan adiyatı bizimle. Arah milvek bizimle. Şu da dahilarda hokka hada hokşa hada hokşa yirşka daima şu diyorş aqa qidahdo zaman şu diyor dosto. Ни одна поездка на Украину не проходит без внимания к силовикам. На этот раз им передали гуманитарный груз с провиантом от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Среди продуктов, в которых фрукты и сладости, так необходимые для восстановления здоровья, помимо постоянной материальной поддержки от руководства республики. Богословы рассказали о том, что жители региона молятся и переживают за каждого бойца, передав им слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. قام جايته جوش قام يحقق حلوة الوش بتش حيدان ده تسي دكتور جوش تك بقيت من وجدة لونيق ده قمر هيوش بلاش عالش بول أوجر. Постоянная поддержка государственных учреждений, среди которых школы, детские дома и госпитали, еще одна задача, успешно решаемая по поручению главы республики. Представители духовенства обеих республик также собрались в соборной мечети для совершения коллективного намаза. Местным святыням делегация из Чеченской Республики передала Корана и книги о пророке Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ахмата Хаджи, пусть Аллах благословит его душу и дарует рай, и маме Рамзана Кадыровича Аймане Насиеву. Пусть Аллах будет им доволен за их помощь, поддержку и, как я повторял, гуманитарную и духовную и материальную, которую они поддерживают. Стоит отметить, что с начала специальной военной операции на передовой находятся не только военнослужащие, но также медики и представители духовенства региона, которые помогают бойцам поддерживать их без того высокий моральный дух, устанавливать тесные дружественные связи с местными мусульманскими общинами. Лейла Муртазова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
В 6 утра произошел обстрел Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Под огонь попали два корпуса, 8 и 11. В первом разрушена крыша и выбиты окна. Пострадавших нет. Пациенты были оперативно эвакуированы медперсоналом. Во втором есть повреждения стен. Я живу в 5 минутах, в принципе, я слышала сам прилет. Я пришла на работу пораньше, чтобы помочь эвакуировать пациентов. Мы пришли, спустили пациентов со 2-го этажа сюда вниз в неврологию, в первую неврологию. Все были. Было очень страшно. У нас вылетели все окна, но работа продолжается, мы работаем, никого домой не отпустили. Также обстрелу ВСУ подвергся Донецкий книжный рынок «Маяк». Повреждены несколько многоквартирных домов, в один из них пришлось прямое попадание. В результате обстрела ранен один житель. Донбасс. Мирное небо, светлое будущее. Так называется всероссийский фестиваль-конкурс детского изобразительного творчества, прошедший в Национальной библиотеке Грозного. В проекте приняли участие воспитанники художественных школ из регионов страны. Юных мастеров кисти была возможность проявить свой талант и пообщаться с известными художниками. Гости смогли посетить выставку и присутствовать на мастер-классах живописцев. Также в проект входили образовательная и культурная программа. Целью является прививание подрастающему поколению патриотических качеств и почтительного отношения к подвигам бойцов. Мероприятие подготовлено Министерством культуры Чеченской Республики. Это при поддержке президентских инициатив, поддержке культуры. И здесь самая главная мысль, прежде всего, это было объединить детей разных регионов. Идея заключается в том, что сегодня здесь более 150 детей будут рисовать на тему Донбасс. Как они представляют себе эту тему? Ну, безусловно, лейтмотивом это будет мир, это светлое небо. Подготовлено 15 площадок, на которых они будут рисовать. Для детей сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики, погибших при исполнении служебного долга, провели лекцию по духовно-нравственному воспитанию. Встреча прошла в средней образовательной школе номер 12 города Грозного. Организовано мероприятие Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Учащимся рассказали о противодействии идеологии экстремизма, ваххабизма и терроризма. Напомню, такие профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе по поручению главы региона Рамзана Кадырова. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы профилактики и противодействия экстремизму и терроризму, включая возможности и методы противодействия вербовщикам. Особенно это актуально в условиях проводимой специальной военной операции, когда информационное пространство наполнено лживой информацией, и на сегодняшний момент подрастающее поколение должно исходить из достоверной информации. Бытовой газ – явление обыденное. Люди настолько привыкают к нему, что порой забывают, каким непоправимым последствиям может привести небрежность при его использовании. Зимой трагедии случаются часто в связи с отопительным сезоном, поэтому с целью выявления нарушения и напоминания жителям правил безопасности при эксплуатации газовых баллонов сотрудники МЧС и «Газпрома» проводят профилактический рейд в Грозном. Амина Тупилагова разбиралась в технике безопасности. В Грозном начались профилактические рейды, направленные на выявление случаев неправильной эксплуатации газового оборудования. Такая необходимость возникла в связи с недавними трагическими событиями в Нижневартовске. В жилом многоквартирном доме произошел взрыв баллона с горючим. Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода повышается риск происшествий, связанных с газовыми баллонами. Сотрудниками Главного управления проводится комплексное профилактическое мероприятие в целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе. Основной акцент сегодня был сделан на разъяснении правил противопожарного режима Российской Федерации в части хранения, эксплуатации и транспортировки газовых баллонов. Население региона всегда с пониманием относится к подобного рода мероприятиям, ведь они направлены в первую очередь на обеспечение безопасности. Меры предосторожности. Там лежит радио, на объяснять дальше, делал, да, цена, докума, шуна дерез хилдон радио лилар от бог шуну бат богди
Ол дом тювер иштаки талош объяснить даш холол цол зриф хол кеде документ шалметтагю шу дал этто болиш тарадатун айгамбар да сидольш. Несмотря на то, что случаев использования газовых баллонов в частных домовладениях столицы региона выявлено не было, разъяснительные беседы с напоминанием правил эксплуатации все же проведены. Напомним, что хранение баллонов в домах, квартирах, цокольных этажах, на лестничных клетках, а также балконах и лоджиях запрещается. Газ – чрезвычайно важный ресурс, а в зимний период он практически незаменим. И тепло в наших домах, и приготовление еды – все на нем. Поэтому пренебрегать правилами безопасности в его использовании ни в коем случае нельзя. Амина Тупилагова, Саитали Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. День Конституции – один из самых значимых государственных праздников. Он специально учрежден для того, чтобы граждане помнили, мирная и комфортная жизнь возможна тогда, когда люди будут жить в соответствии с буквой закона. Посвященная этой знаменательной дате Республиканская студенческая олимпиада состоялась на юридическом факультете Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. В какой форме были задания, сколько времени давали для прохождения и кто победил, расскажет Турпалали Тайсумов. 6 команд, включающих 3 высших и 3 средних специальных учреждения, сошлись в очном противостоянии в рамках первой республиканской студенческой олимпиады в честь Дня Конституции Российской Федерации. Для этого мы пригласили людей, которые непосредственно занимались Конституцией, руководили юридическим факультетом, которые не понаслышке знают, что такое Конституция. В том числе и принятие нашей чеченской. В том числе и принятие Конституции Чеченской Республики. В каждом коллективе по 5 человек. Юридический брейн-ринг начался с коротких презентаций. Участники рассказали о себе и своих знаниях о главном законе страны. А слова поддержки и историческое значение Конституции высказали доктора наук, а также депутаты парламента. Он впервые в истории, этот документ вошел в историю, юристы знают, как Мединская конституция. Это первый образец прогрессивного документа, который отражали все демократические принципы, основы и государства, и права человека. Это был документ, который декларировал все их права. После настал основной, самый захватывающий соревновательный момент. Ребята ведут не просто обсуждение, а настоящий мозговой штурм. Задания включают как общие тесты, так и задачи повышенной сложности, где нужно раскрыть тему конституционного права. Эрудированные студенты расписывают все до мелочей. За верные ответы они получают баллы. За честностью следят профессиональные судьи. По итогам 3-е место заняли студенты нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова. На серебряную ступень встали представители социально-правового колледжа. А победу же праздновали ребята из Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Дипломы, книги, фирменные сувениры и кубок нашли своих обладателей. Турпалали Тайсумов, Сайтимин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В отеле «Грозный-Сити» состоялась ярмарка «Аутлет Грозный». Мероприятие организовано общественной организацией малого и среднего бизнеса «Опора России». Предприниматели выставили свои бренды одежды и обуви, аксессуары и сувениры ручной работы. Вместе с тем состоялись тренинг и мастер-класс от профессиональных бизнесменов. Мадина Нусалчиева с подробностями. Одежда, парфюмерия, аксессуары и многое другое. Более 50 различных брендов представили свои продукты на ярмарке «Аутлет Грозный». Организовано мероприятие общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». «Аутлет Грозный» — это прекрасная возможность заявить о себе, найти своих клиентов и аудиторию. У нас за этот год прошло 4 ярмарки, очень успешно, с успешными продажами. Что получает человек, участвуя в этой ярмарке? Это мы заявляем о том, что этот бренд есть на нашем рынке. Это знакомство, это развитие, обучение. В общем, это такая площадка, где человек получает больше пользы, продажи и развития. Хеда Бетербиева занимается выпечкой на заказ вот уже на протяжении 10 лет. В детстве, наблюдая за тем, как готовят мама и сестры, девочка сама невольно прониклась интересом и любовью к этому делу. И теперь она с удовольствием делится своими знаниями с детками на мастер-классах. Главное — это не бояться и начать, делится девушка. Я бы в первую очередь посоветовала не бояться, делать все честно, очень кристально чисто развивать свой бизнес и цены, естественно, ставить по нашим религиозным понятиям правильные.
В завершении встречи прошли мастер-классы по ведению бизнеса от профессиональных тренеров, которые, безусловно, будут полезны начинающим предпринимателям. Чеченская республика развивается, как и ее население. Жители субъекта охватывают и познают все больше новых сфер и направлений, каждый день с уверенностью заявляя о себе и своем регионе. Мадина Толчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская республика. Чеченцы чтят древние традиции народа. Доказательство тому свадьба, которая проходит со строгим соблюдением обычаев. Однако в последнее время немало и тех, кто вводит неприемлемые нововведения в этот процесс, который был неизменным веками. Это деструктивно влияет на жизнь чеченцев. Работа по возрождению обычаев проводится по инициативе министра культуры Айшат Кадыровой. Как отмечают важные события в жизни каждого человека и как надо его проводить в соответствии с традициями, расскажет Лейла Муртазова. Шубы, бриллиантовые кольца, дорогие подарки, роскошь – это то, что мы видим на современных свадьбах. Было ли так и раньше? Давайте вернемся на 60 лет назад, время, когда замуж выходили наши бабушки. Если сейчас девушки хотят показать все свое богатство и состояние, то раньше ценилась скромность и сдержанность. Нововведение искажает исконно чеченские традиции, а ведь они всегда отличались своей красотой и мудростью. Если девушка на предложение парня стать его женой отвечает согласием, она назначает день свадьбы и дает юноше слово, подкрепленное залогом – это платок, кольцо или любое ювелирное украшение. Tabos metskaha toy dolja tol hotur sige qanu wahosur baqi qanu nach wahosur atsar hudur imet bez dahur asaslarım barki gişer sonra olmuşlar sa ve yarın yol icim nuskulla dala doit sante daldur mot basti torsa çünkü so esag mot baş masagi bastanari mot. В те времена вопрос замужества решался намного легче. Без бессмысленных затрат к этому замечательному дню они готовили скромное свадебное платье, а также приданный сундук, только самым необходимым. Времена меняются, в нашу жизнь приходят нововведения, но многие вайнахи придерживаются своих этнических норм. Увеличение роли национальных традиций и обычаев у чеченцев в подготовке к семейной жизни, укреплении института семьи заключается в сохранении и передаче навыков, опыта и культурных ценностей. По инициативе министра культуры Чеченской республики Айшат Кадыровой для сохранения самобытности чеченского народа в регионе проводится масштабная работа. Жители поддерживают эту идею и снова возвращают исторически сложившиеся свадебные обряды. Лейла Муртазова, Анзор Тураев, Седамин Мусаев, Вести, Чеченская республика. Шубы, пальто, куртки и жилеты на любой вкус и цвет. Огромный ассортимент верхней одежды можно найти в магазине «Северина». Сейчас в бутике проходит суперакция, благодаря которой вы можете выиграть приятные подарки. Подробнее в следующем сюжете. С приходом зимы, холодов и первого снега все спешат утеплиться, купить новую и красивую одежду. И сегодня мы идем в гости в один из крупнейших магазинов верхней одежды в Северину. В Северине более 5000 изделий на любой вкус. Роскошные шубы из соболя и шиншилла, стильные норковые в различных цветах и фасонах. Всеми любимые трансформеры, пуховики, куртки, зимние пальто, жилеты, ультрамодные эко-шубки, дубленки и другие популярные модели. Размерный ряд впечатляет от 38 до 64. Цены фабричные от производителя. Иман, добрый день, рада вас видеть. Часто бываете в Северине? Что вам здесь особенно нравится? Да, я очень часто бываю в Северине. Очень люблю этот магазин за ассортимент и за хорошие скидки. Также мне здесь нравится атмосфера, продавцы очень приветливые.
А также мне нравится в Северине, что любой товар можно взять в рассрочку без первого взноса и переплат. Это очень здорово. Это, конечно, очень удобно, потому что в этом магазине хочется купить не одну вещь, а сразу несколько. Система скидок в Северине позволяет покупателям приобретать товары по выгодным ценам, а после каждой покупки получить еще и подарок. Спасибо за покупку, приходите к нам еще. А еще именно сейчас в Северине проходит супер розыгрыш, и у каждого покупателя есть возможность выиграть один из десятка ценных призов, таких как сертификаты в магазины золота и электроники, выиграть шубу, пальто, куртку и многое другое. Участвуйте, не упустите свой шанс на выигрыш. Северина дарит всем ощущение тепла, уюта и праздничного настроения. Магазин находится в торговом центре Гранд Деловой, улица Нурсултана Назарбаева, 106, на первом этаже. Дополнительную информацию можно получить в магазине или по номеру телефона, а также через социальные сети. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Сайтилим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.